Решением Бишкекского городского суда от 27 августа известный имам Арашот Кари Камолов был досрочно освобожден из тюрьмы. 28 августа имам вернулся в свой родной город Карасуу Ошской области, сообщают местные СМИ. Суд постановил, что оставшиеся от срока 7 месяцев Арашот Кари проведет на свободе. По словам его адвоката Хусанбоя Салиева, досрочное освобождение имама стало возможным благодаря положительной характеристике, представленной администрацией исправительного учреждения, так как все сотрудники и осужденные этого учреждения уважали и любили Рашода Кари. Следует отметить, что новость о его освобождении вызвала радостный отклик в обществе. Так, при возвращении домой известного имама встретили сотни людей, а в социальных сетях многие кыргызстанцы поздравляли друг друга с этим событием, желая имаму успеха в его делах. Напомним, что Рашод Кари был имамом мечети Аль-Сарахси в кыргызстанском городе Карасуу с августа 2006 года по февраль 2015 года. В феврале 2015 года его арестовали по обвинению в создании экстремистской организации и распространении экстремистских материалов. В ноябре того же года он был приговорен Ошским областным судом к 10 годам заключения, несмотря на то, что бывший на тот момент муфтием Кыргызстана Чубак Ажи Жалиловым в письменном виде дано экспертное заключение, утверждавшее, что слова Рашод Камолова абсолютно верны и соответствуют исламским понятиям. Позднее его срок лишения свободы был сокращен до 8 лет. Рашод Кари Камолов всегда был известен как один из немногих независимых исламских проповедников в Центральной Азии. В своих выступлениях он говорил о несовместимости ислама и демократии, защищал исламские ценности и призывал население региона к возрождению ислама. Его проповеди популярны не только среди жителей Кыргызстана, но и среди всего узбекоязычного населения соседних стран. Примечательно, что отец Рашода Камолова, Мухаммад Рафик Кори, также был известным и уважаемым имамом, который не подстраивался под политику властей и всегда занимал независимую исламскую позицию. В 2006 году он был застрелен группой спецназа ГКНБ Кыргызстана, причем, по сообщениям очевидцев, данное убийство было совместной операцией узбекских и киргизских спецслужб.